7:48 в столице. Девушки могут делать бесконечно две вещи. Смотреть на себя в зеркало и начинать сидеть на диете. Я что, женщина? Получается. А что? У тебя тоже такое, да? Похоже на меня. Ну, второй пункт, это точно. Но, как говорится, кто жизни не познал, тот калории не считает. По этому поводу мы пригласили сегодня к нам в гости, друзья, очень нужного человека, учитывая сезон лета. Это диетолог, фитнес-нутрициолог Эльвира Сереброва. Эльвира, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, здравствуйте. Ну, в общем, диета – это такое распространенное понятие. Насколько вообще такой подход к питанию позволяет привести в форму? Скажите честно. Ну, честно скажу, на 2-3 дня позволит вам привести себя в форму. Если вы действительно к фотосессии, например, готовитесь, вам на один день нужно скинуть 2 килограмма, пожалуйста. Но готовьтесь к компенсации, что потом будет, скорее всего, перебор. То есть скинули 2, наберете потом 3. То есть вот такие вот дела. Надо еще посмотреть, каждая диета, она преследует какую-то цель. Если мы говорим о цели снижения процента жира в организме, то в данном случае диеты многие сжигают мышцы, а мышцы очень с трудом нарабатываются. Да? Это да, это ношу. Мужчинам вообще тяжело, понимаете? Накачай, потом все эти мышцы таскай. Но это же очень тяжело. Да, поэтому я за то, чтобы все-таки к здоровому питанию прийти, да, когда мы не худеем к лету, а мы вот поддерживаем круглый год себя в хорошей форме. То есть всегда питаемся как-то? Особенным образом, всегда на диете. Какие-то привычки, да, как понимаю? Да, в фитнес-нутрициологии есть такое понятие, как пищевые привычки, да, которые формируются годами, да, и вот лучше постепенно и последовательно формировать правильные пищевые привычки для того, чтобы не было проблем с лишним весом. И вот если наши уважаемые зрители сейчас возьмут блокнот и ручку, есть что записать на самом деле, это очень интересно. Первое, закусывайте. Это или нет? Первая пищевая привычка: поешьте каждые 2-4 часа. То есть прям засекать? 2 часа назад съела, можно еще? Да, можно. Причем, как мы высчитываем, у нас Всемирная организация здравоохранения рекомендует 8 часов сна, да, то есть 24 часа высчитываем 8, остается 16 часов. Вот эти 16 часов можно поесть каждые 2-4 часа, исходя из голода. Голодными мы не ходим. Это первая привычка. Вторая привычка – это поешь в каждый прием пищи порцию белка. Порция белка. Белок – это что такое? Это птица, рыба, мясо, да, животных, птиц и рыб, яйца, творог и протеин, да, если мы в спортивном питании. То есть это источник белка. Порция – это, все уже записывают, ладонь без пальцев. Вот мы без подсчета калорий как можем питаться? Это вот такая вот ладошка ваша, персонально, у всех уши побольше, у вас поменьше, ладонь без пальцев. Да. Нам надо меняться ладошками. Юрке мою ладошку кушать, да, а мне ее. Да, можно 1-2 порции вот такой вот белка. Например, мясо. То есть кусочек мяса должен быть вот примерно такого размера, если куриную грудку брать? Да, за 1 прием. Если не хватает, то 2. Ну, подождите, у вас еще на тарелке будут овощи. Это третья пищевая привычка. Поешьте в каждый прием пищи порцию овощей. Это вот столько. Это 2 ладошки даже, целая горсть? Да, вот такая порция. Это как удобно. Вот в ресторан же приходишь, и не нужно париться. Реально, подошел, говорит: можно мне вот столько овощей и вот столько белка? Это очень удобно. И не надо очень сильно разогревать овощи, потому что дома, когда вот так вот собираешь, чтобы не обжечься, да? Из сковородки. Так, значит, белка столько, овощей столько. Это третья пищевая привычка. Четвертая пищевая привычка: обязательно добавьте растительные масла. То есть либо это подсолнечное, оливковое, любое ваше любимое масло, или орехи, или авокадо. Добавьте в каждый прием пищи. Это вот размер с пальцем. То есть это 1 порция, это как большой палец. Столько орехов, столько же масла. Потому что авокадо. А авокадо может быть побольше? Ну, авокадо может быть побольше. Полпорции, например, да, повеселей. Полпорции, в смысле, половина авокадо. Если мы говорим про 5-ю привычку, хотела сказать, почему масло надо добавлять. Вот есть у нас такой в фитнес-нутрициологии индекс сытости, да, который показывает, если мы куриную грудку с листиком салата поедим, то мы уже через час захотим есть. А если заправим маслом, то уже часа 2-3 можно спокойно функционировать, не думая о голоде. А масло сколько можно заливать? Ну вот. Тоже большой палец. Большой палец за 1 прием. То есть берешь стакан 0,2. Ну, это где-то, наверное, 2 столовые ложки. Если я буду выпивать... Не в стаканах. Не так, что? А как? Нет. Просто я думаю, если я вот так буду кушать курицу и запивать вот таким количеством масла, я вообще кушать не захочу больше в течение суток.
Ну вот. Так. И пятая привычка – это углеводы, остальные углеводы. Сейчас скажу, что такое углеводы. Для тех, кто не знает, это можно есть, если вы решили придерживаться этих 5 привычек. То есть вы решили, что вы действительно будете сейчас каждый прием пищи есть белок, овощи, да? Тогда вы добавляете остальные углеводы. Это каши, крупы, злаки, геркулес, овсянка, то есть к углеводам относится. А да? хлеб? Это же углевод. Вот. И сюда же входит хлеб, крахмалистый, картофель, например, да, какие-то мучные изделия. Если вы обменяете это все на овощи, то вы сделаете правильно. Вот. А если нет, то, значит, мы едим вот эти продукты до 3 часов дня, да, но в приоритете ставим источник белка и овощей. И вот сколько уже поместится у вас этих углеводов, вот столько мы едим. Ну, вы нас недооцениваете, меня, во всяком случае. Сколько там поместится? Да сколько поместится? То есть, получается, вот эта вот порция овощей, оттуда мы чуть-чуть овощей убираем и добавляем углеводов до 3 часов. Можно так? Нет, овощи мы не трогаем. Вот. Куда там добавить-то? Вот именно. Никуда же. В этом это вы себе задайте вопрос, Юлия Римовна. Дело в том, что избыток углеводов как раз-таки отправляется в жировое депо. А наша задача ведь снизить процент жира, да? Поэтому мы, если хотим что-то поесть, то мы, значит, касательно вредной пищи должно быть у нас в пропорции 20%, да, а касательно полезной вот этой пищи 80%. И вот эти 20% это, ну, например, треть ладони. Если мы говорим про совсем откровенную вредность, конфетку, печеньку. Вот по правилу ладони, треть ладони после основного приема пищи. Например, куриное филе с овощами и конфеточка. Там рыбка с овощами и печенечка. А фрукты, кстати, 2 фрукта на похудение можно в день до 15:00. Пожалуйста, тоже. Любые фрукты 2? Любые фрукты, они могут быть как основной, как перекус, например, можно, а можно после основного приема пищи. А если вот мы берем в расчет самые летние ягоды, это арбуз и дыня, они тоже попадают в категорию фрукты и до 3 часов? Ну, ягоды, да, попадают до 15:00, к сожалению, потому что все-таки, да, арбуз, несмотря на то, что он как водянистый такой, сахара, фруктозы там очень много, поэтому вот осторожно. А специфика вот сейчас, вот летом, вот специфика питания делится вообще, допустим, что летом кушать какие-то фрукты, овощи, что зимой? Ну, конечно, мы выбираем больше сезонные, да, то есть сейчас сезон. С позиции, если мы говорим витаминизации организма, то да, конечно, лучше ягоды, сезонные фрукты, овощи. Но касательно, ну, разве что зимой мы больше на жиры налегаем, да, а сейчас больше легкое такое, вот на фрукты, на ягодки, вот так вот. А разницы так нет, если мы говорим с позиции снижения процента жира, поддержания его. Потому что всегда смотреть надо, выбирать питание, исходя из цели. Цель какая? Снижение жира – это одно. А если лечение, пожалуйста, это вот врач вам назначает диета номер 5, диета номер 6. Да? То есть мы по диагнозу уже выбираем диету. То есть если у вас все хорошо, и если вы хотите быть более мышечным человеком, так скажем, да, снизить процент жира, а быть так... Более тверденько. Более твердым человеком. Упругой для женщины, привести кажется, в более тонус приятно. свое тело, тогда вот эти 5 пищевых привычек, о которых сегодня нам рассказала Эльвира, это то, что нужно взять на заметку. Эльвир, сколько вообще времени понадобится человеку, чтобы вести эти 5 привычек и не сломаться? Есть какой-то определенный, там, говорю, вот 3 недели, 21 день, потерпите, все будет хорошо, потом лучше не станет? Честно, это идеально, вот это идеальный процесс, когда вот построено питание, но так не будет человек всю жизнь, да. Постепенность и последовательность – это основные принципы. То есть сначала, например, корректируем один прием пищи. Например, ужин. Начните с ужина. Не надо пока вот завтрак, обед трогать. Я сейчас только попробую после 6 есть только овощи и мясо. Ни кашу, ни печеньки вечером там, да, точить. И вот сколько вам понадобится. И посмотрите, отслеживайте динамику. Сделайте замер, взвешивание, недельку посмотрите, и вы уже увидите результаты. Дальше, если ваши результаты остановятся, например, прошло 2 недели, можно уже приступать к коррекции обеда. Потому что сразу прыгать из огня до в полымя – это нездоровое. Точно. И быстро сорвется человек в силу того, что эта привычка должна быть все-таки. Однозначно. То, что я сейчас сказала, это вот на лето подсушиться быстро, да, хотите, да. Здесь потому что и
мышцы ваши не сгорят, а на других диетах они горят, это точно, потому что мы норму белка, вводим, оставляем. Далее, будет все в порядке с ЖКТ, потому что овощи присутствуют, они помогают переварить как раз-таки это мясо, да, клетчатка. То есть и фрукты в умеренных количествах, да, какие-то углеводы тоже есть. Удовольствие от лета получить удастся. Спасибо большое, Эльвира Сереброва, диетолог, нутрициолог, сегодня дала советы о том, как правильно питаться летом, да и не только летом. Да круглый год, круглый год. Берегите себя. Но теперь у нас есть хотя бы более романтичное название. Не вот это кольцо Сатурна, которое тебя окружает, да, мужики, а жировое депо. Все, депо. Давайте оттуда выгонять все лишнее, ненужное. Будем выглядеть красивыми и здоровыми.